Лето – это период отпусков. Многие жители республики обычно проводят его за пределами страны. Однако иногда в отпускные планы вмешивается запрет на выезд. Он накладывается на недобросовестных должников судебными приставами. Но как узнать, что вас это не касается? Поговорим об этом в нашей студии с главным судебным приставом Коми Андреем Торховым. Он сегодня гость нашей программы. Андрей Леонидович, добрый вечер. Здравствуйте. Сразу бы хотелось бы узнать, сколько нерадивых граждан сталкиваются вот с этой проблемой непосредственно на выезде за границу. За 6 месяцев мы ограничили более чем 4,5 тысячи граждан. Вообще у нас на исполнении более 380 тысяч исполнительных производств, поэтому любой может столкнуться с данным ограничением. Тот, кто недобросовестный, тот, кто не исполняет решение суда. Ну и как они ведут себя, как они действуют в этот момент? Ведь сразу оплачивают или как все происходит? Как правило, добросовестные граждане оплачивают все сразу свои долги. Есть, конечно, граждане, которые не знают о своих долгах реально. Это, наверное, как правило, штрафы ГИБДД, то, что приходит в ЦАФАП, когда фотосъемка идет на дороге. Но ряд граждан избегают ответственности, и при выезде за границу их останавливают, и разъясняют, что у них есть ограничения, выехать они не могут за границу. После этого у них одна возможность только оплатить штраф, после этого будет сниматься прямо на месте, да? Оплатить-то можно и на месте, но только ограничение ежесекундно, ежеминутно не снимется. Как правило, занимает порядка 2 недель с момента оплаты, поступления оплаты. То есть отпуск нужно будет отложить на 2 недели? Ну, да. А были ли такие случаи, что, допустим, приставы давали отсрочку должникам, или верили на слово, или в этом случае… Верить на слово, дать отсрочку в этом случае не можем. Постановление об ограничении, оно уходит в пограничную службу, ограничивается полностью, там в базе ограничения у пограничников стоит, поэтому здесь, вне зависимости от того, пристав там даст отсрочку, не даст. Пока не будет фактической оплаты, не будет вынесено постановление о снятии ограничений. Есть ли какой-то минимальный порог задолженности, за который нас могут ограничить? Да, минимальный порог законом установлен, это 10 тысяч рублей. Мы вот знаем, что существует официальный портал, где может любой гражданин посмотреть, является ли он должником или нет. Но что делать, если такая ситуация случилась? Вот, например, я заплатила, но в этой базе еще я числюсь как должник. Как мне доказать приставам, что я уже все исправила? База действует достаточно длительное время. В принципе, при надлежащем, скажем так, рассмотрении с этого вопроса заблаговременно до выезда в отпуск можно узнать, то есть желательно за 2 недели хотя бы поинтересоваться, если в отношении вас есть исполнительное производство, то лучше необходимо прийти в отдел судебных приставов, где ведется исполнительное производство, там указан какой, в банке данных указано, какой судебный пристав-исполнитель занимается вашим делом, прийти в отдел и убедиться о том, что в отношении вас ограничение не вынесено. Все, вы можете спокойно выезжать за границу. Если же в базе есть, и вы оплатили, как вы говорите, то, как правило, эти деньги приходят в течение 3-5 банковских дней. После того, когда мы их видим, мы снимаем ограничения, выносим документы. Как правило, с момента оплаты проходит 2 недели минимум. То есть перед тем, как поехать в отпуск, обязательно убедиться? Зайти на сайт службы приставов, банк данных исполнительных производств, и при поездке в отпуск, при устройстве на работу и при всех других жизненных случаях посмотреть организацию, посмотреть своих, там, не знаю, будущих работников и так далее. То есть при каждом случае необходимо там посмотреть. Можно подписаться на любой гаджет, есть бесплатные приложение, которое можно скачать на любой планшет, на любой смартфон и так далее. Но бывает такое, что должники удивляются, граждане удивляются, что они на самом деле должники. Ну, такое бывает, я же говорю. То есть, вот если у вас видеофиксация на дороге засняли о том, что у вас превышение скорости, вам приходит штраф, ну, почта не всегда, может быть, довела, может быть, вас там не уведомляли, поэтому вы не знаете. То есть, когда уже возбудили исполнительное производство, приходит вам постановление о возбуждении, ну, в чем проблема? Придите, оплатите, никаких вопросов к вам. Мы не говорим, что вы недобросовестные неплательщики. Когда вас уведомили, вы не хотите платить, тогда другой вопрос. А напомню, у нас в студии был главный судебный пристав Коми Андрей Торхов.